Мое первое выступление в Крыму было в этом прекрасном зале, на этой сцене. Я пела песню «Демирджилер» «Кузнецы». Демирджилер, демир догер, тунч olur, tunç olur, sevip sayıp aman aman üç olur. Композитор Февзи Алиев, слова народные. «Скрипка в моих руках» поет Эдия Ханум Аблаева. Elindeki kemane içime koydum anne aman 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 aman. Я с детства мечтала быть певицей. Я участвовала в хоре, в самодеятельности, в школьном. И на утренниках, на праздниках всегда пела, рассказывала стихи. Мне это нравилось. И мама у меня красиво пела, у нее был очень красивый голос. Мы всегда слушали пластинки, народные наши песни. Мне нравилось очень петь. Я пошла в ансамбль в 1975 году, в ансамбль «Хайтарма». Меня приняли, прослушали, и я пела. Потом мы пели дуэтом. Пришла моя подруга, тоже она со школы с нашей, тоже пели дуэтом мы с ней. В Ташкенте, в Узбекистане, да, при филармонии узбекской. Это был единственный ансамбль в мире нашего народа. У меня голос лирико-драматический. Я пела всегда лирику в основном. Суахартанахтана, Харанфиль, Шугеджелер, Там Йылдызы, Демирджилер, Адалар Сайлинде. Ну, очень много. Я сейчас в основном лирику я пела там. Лирические песни. О любви. Эдия Аблаева – это моя супруга, мой друг. С ней вместе мы уже прожили более 40 лет. Мы с ней встретились в конце 70-х годов и женились. У нас двое девочек. Вот. Работали мы в то время в ансамбле «Хайтарма». Она вокалисткой, я танцором, солистом ансамбля «Хайтарма». В нашем творчестве мы друг другу, как бы, можно сказать, дополняли, помогали, подсказывали. Мы учились у старшего поколения, очень многому научились. Они передавали свой опыт, свои знания нам. В училище я поступила в 1986 году. Это уже я проработала в филармонии 10 лет. Ну все, сдала экзамены, пела и патриотику пела, и лирику пела на госэкзаменах. У нас были с филармонии пришли прослушивать тоже мой экзамен, как я сдала, Ширяев. Это он был руководителем ансамбля «Ялы». Мне так было очень приятно, что он присутствовал на экзамене тоже. Когда я исполнила женский блок, у меня был о любви. И он сказал, он встал и говорит: спасибо учителям, спасибо за нашу певицу, что так она прекрасно выступила. Далее я пришла снова в ансамбль «Хайтарма». Опять-таки начались гастроли по Узбекистану, по нашим точкам: Самарканд, Андижанская долина. И зритель был всегда очень благодарен. Когда мы приезжали, для них это был праздник. И видеть эти счастливые лица, и их аплодисменты, и их лица такие, знаете, радостные. Для меня была это большая награда. Проработав много лет в ансамбле «Хайтарма», мы переехали в Крым и здесь совместно
с нашими единомышленниками создали ансамбль, фольклорный ансамбль «Крым». Мы работали в ансамбле «Крым», где представляли крымско-татарский фольклор, этнические песни, танцы. Я прилетела в 1991 году, 4 июля. И так прилетела, вы знаете, и неожиданно для меня встречал мой супруг и наши музыканты, и они отвезли меня в Бахчисарай. Сказали, возьми костюм, нас будут сегодня снимать на рекламу. И как бы с корабля и на бал, в общем. И на рекламе я вот первая как певица там вышла. И выступали мы на этой сцене, наш первый концерт был в зале профсоюзов здесь. Было открытие нашего ансамбля. Ну, было, конечно, очень торжественно и очень помпезно, я бы сказала. Понимаете, для меня это было вообще был взрыв такой, что я здесь, на этой сцене, уже не как гость с Хайтармы, когда мы приезжали, а уже было на родине здесь, что ли, предков моих. Зал был полный, зритель был. Такие аплодисменты для нас, для артистов, самое главное аплодисменты и благодарство зрителей. И хотелось бы сказать, что работая в ансамбле «Крым», мы приумножали, то есть возрождали наши старинные песни, танцы и утратившуюся культуру во время депортации. Мои дочери наши росли за кулисами. Мы брали, нам некому было их оставить, бабушек уже не было, а Мунира, мама, была очень далеко. И мы брали их на гастроли. И вот эти дети росли за кулисами. И они все это видели, впитывали в себя, им, видимо, это нравилось. После наших выступлений, пока, значит, машинисты сцены собирали аппаратуру, дети выходили, наши, которые брали на гастроли, они выходили и танцевали, и пели, там что-то, что они там вытворяли. Вот так вот они выбрали этот путь. И я горжусь, что они это выбрали. Мы с Муниром гордимся, что они получились прекрасные танцоры и педагоги, и балетмейстеры, я скажу. Дорогая моя мамочка, она. Как и для каждой дочери, моя мама для меня самый дорогой, близкий и любимый человек. Желаю тебе крепкого здоровья, долгих-долгих лет жизни. Прожить еще столько же, быть счастливой. Чтобы твоя улыбка не сходила с твоего прекрасного лица. Чтобы каждый день был счастливым, наполнен приятными событиями. Мы тебя очень сильно любим и благодарим за то, что ты есть, и будь всегда с нами. Желаю, чтобы исполнились все твои желания. Хайрлы яшлар олсун, аначагым. Мы, конечно, будем стараться делать каждый твой день счастливым. Мы тебя очень любим. Хайрлы яшлар олсун. У нас еще есть внучки Амалия и Арзы, которые продолжают нашу династию, и они очень тебя любят. Хайрлы яшлар олсун хартана. Желаю тебе счастья, Крепкого здоровья, чтобы у тебя в жизни было все хорошо исполнения всех желаний, и всего самого наилучшего. долгих лет жизни. Хайрлы яшлар олсун хартана. Хайрлы яшлар олсун, иди.